Live streaming is on. Доброе утро, коллеги. Кто не выступает, чтобы помех не было. Начнем. Подождем немножко, пока присоединятся. Нас пока мало, да? Спикеры готовы, да? Выступающие сегодняшние готовы? Вы на связи? Екатерина Анатольевна. Так, минутка и начинаем. Так, начинаем, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Институт развития профессионального образования продолжает цикл вебинаров «Лучшая практика организации дистанционного обучения и удаленной работы». Целью данного мероприятия является распространение и обмен опытом работы по реализации дистанционного обучения, выявление лучших практик по данному направлению, а также практическая помощь нашим профессиональным образовательным организациям. Сегодня у нас 9-й вебинар, и в качестве спикеров мы пригласили сегодня педагогический коллектив Нирингринского медицинского колледжа. Так, программа у всех есть, я сейчас ознакомлю. Сегодня в качестве спикера выступит Екатерина Анатольевна Митина, преподаватель. Тема «Комплексная воспитательная деятельность куратора в условиях удаленной работы».
Следующий спикер Юлия Павловна Кириченко, тоже преподаватель. У нее тема «Особенности проведения практического занятия с применением платформы Moodle в медицинском колледже». Также Виктория Николаевна Горидунова. Мы послушаем ее. Тема ее выступления – применение онлайн-игровых технологий в обучении анатомии и физиологии человека. Также мы вещаем на YouTube-канале, и все вебинары записываются. Коллеги, прошу задавать вопросы нашим спикерам. И мы сейчас начинаем. Так, следующий вебинар мы планируем через неделю, 10 июня. В качестве спикеров мы пригласили педагогический коллектив Якутского медицинского колледжа. Так, сейчас мы сегодняшний вебинар начинаем. Пожалуйста, Екатерина Анатольевна. Екатерина Анатольевна. Так, слушаем, начинаем. Тема выступления – комплексная воспитательная деятельность куратора в условиях удаленной работы. Сейчас поделится опытом своей работы Екатерина Анатольевна Митина, преподаватель Нерюнгринского медицинского колледжа. Пожалуйста. Так, подождем, пока у них техническая неполадки технические. Еще минутку подождем. Нерюнгринский медицинский колледж. Вас не слышно и не видно. Здравствуйте. Меня зовут Митина Екатерина Анатольевна. Я преподаватель Нерюнгринского медицинского колледжа. Хочу представить вам свою работу на тему «Комплексная деятельность куратора в условиях дистанционного обучения». Вас очень хорошо слышно. Вот. Ага. Извините, коллеги, слышно, да? Нет, не слышно. Не слышно. Да. Слайды только видим. Да, мы сейчас еще. Екатерина Анатольевна, звук исчез. Слайды видно, но не слышно. Соединимся еще. Терпение, минуточку.
Комплексная воспитательная деятельность куратора в условиях удаленной работы. Воспитательная деятельность куратора – это не только работа одного человека с группой, это работа целой команды, администрации колледжа в лице директора, его заместителей и воспитательного отдела. Для улучшения качества работы в период дистанционного обучения создана группа WhatsApp, куда включены не только студенты, но и представители администрации колледжа. Здесь ребята задают вопросы, которые их интересуют в учебе. Как будет проходить практика, экзамены в период дистанционного обучения и так далее. И получают на них своевременные и точные ответы. Ребята постоянно находятся под контролем, не всегда на связи и в доступе друг для друга. Расскажу вам о работе куратора в условиях удаленной работы на примере своей учебной группы. В группе 22 студента, юношей 6, девушек 16. Несовершеннолетних студентов нет. Средний возраст составляет 26 лет. Это все сформировавшиеся личности. Многие уже сами имеют детей, что создает определенные сложности в реализации направлений воспитательной работы. Национальный состав группы – якуты, русские, эвены, татары, эвенкийцы, буряты. Также есть и представители коренных народов Севера. С ростом ведущей роли преподавателя-куратора как главного организатора познавательной, профессиональной, научно-исследовательской деятельности студентов необходимо сформировать систему его педагогической подготовки, овладение искусством и методикой воспитательной работы. Артур, у тебя хвосты. Ты закрыл сестринский уход? Угу. Весь? Да. Постараюсь тоже завтра. Чуть-чуть. И мне читаться не забываем. Что я жду сегодня от тебя отчет. Потому второй раз я не могу отправить, поэтому скриншотила ей, то, что я отправила. А по остальным предметам? Нормально. Я без галочки стоят, она приняла. Ну, вот где-то час назад я отправила итоговое задание и сделала. Окейшки. Прощаться будем, нет? Давайте тебе завтра До свидания. До свидания. Остановимся конкретно по каждому направлению в работе куратора в период дистанта. Воспитательная работа с ребятами. Воспитание в образовательном учреждении реализуется через воспитательный процесс, целенаправленный процесс действия. Индивид, группа, индивид, коллектив. Работа куратора на дистанционном обучении достаточно активна, даже очень. Я вижу, как она подгоняет утюг хвосты, сообща с родителями, и это дает неплохой результат. Многие подтянулись в учебе. Вот. Знаю, что всегда можно ей позвонить в любое время, она всегда пойдет на помощь. Также хорошо, что есть такая программа, как Zoom, где мы общаемся, видимся друг с другом. Цель воспитательного процесса – ориентировать студентов на саморазвитие, самореализацию. Воспитательный процесс рассматривается как целостная биологическая система, системообразующая цель развития личности воспитания, максимального взаимодействия педагога-куратора и студента. В воспитательной работе следует выделить 3 группы функций. Первая группа связана с непосредственным воздействием педагога-куратора на студента. Изучение индивидуальных особенностей его развития, окружения, интересов. Программирование воспитательных воздействий. Реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы со студентом. Анализ эффективности воспитательных воздействий. Вторая группа функций связана с созданием воспитывающей среды, сплочение коллектива, формирование благоприятной эмоциональной атмосферы,
включение студентов в разнообразные виды социальной деятельности, развитие студенческого самоуправления. Третья группа функций направлена на коррекцию влияния различных субъектов социальных отношений, социальная помощь семье, взаимодействие с педагогическим коллективом, коррекция воздействия средств массовой коммуникации, нейтрализация негативных воздействий социума, взаимодействие с другими образовательными учреждениями. В проводимой куратором воспитательной работе основное место занимает организаторская деятельность. За период дистанционного обучения повысился контроль над выполнением практических самостоятельных заданий не только со стороны куратора, но и родителей. Для чего мы тоже создали группу WhatsApp, где мы обсуждаем и решаем проблемы, которые возникают у ребят в период дистанционного обучения с родителями. Работа с родителями. Работа с родителями реализуется посредством приложения Zoom. Они становятся полноправными партнерами в воспитательной деятельности куратора и принимают самое активное участие во всех проводимых онлайн-мероприятиях группы, вносят свои предложения, выражают благодарность за более близкие отношения со своими детьми, что дало обеим сторонам ближе понять друг друга, решать совместно домашние дела и так далее. А так, если закончится, они как будут осенью, когда будут учиться? Ну, если все будет положено, то они с сентября начнут. Дай бог, я, конечно, прям очень жду того, чтобы все как бы прошло, и они вернулись на учебу. Ну, а если нет, то будем продолжать в дистанционном формате. Всякие эти фильмы смотрите, еще чего смотрите, время домашние задания делают. Но мы оценки экзаменов сразу говорят или потом? Вот у них будет, получается, в Moodle они сдают, и у них сразу выставляется оценка. Ну, то есть ребята знают, где посмотреть оценку на сайте. Потом будет вывешена информация для родителей. Мы же заинтересованные лица. Ну да. Трудовое воспитание. Важным элементом трудового воспитания студентов является формирование четко выраженной положительной трудовой мотивации. Новые возможности для трудового воспитания открывают установление трудовых отношений между участниками трудовых процессов: куратор-студент, родитель-ребенок. Коллективный характер деятельности никто не может оставаться равнодушным к лентяям, поскольку результаты работы каждого сказываются на результатах работы коллектива в целом. Сильные начинают помогать слабым, а ответственность слабых значительно возрастает. Все понимают, что от единства коллектива во многом зависит успех в работе. Необходимо также предусматривать создание условий для формирования профессионально-трудовой культуры будущих специалистов. Критерием трудового воспитания студентов является высокая личная заинтересованность и производительность труда, трудовая активность и творческое, новаторское отношение к процессу труда, трудовая производственная. Это еще больше сближает ребят с родителями, ведь в период дистанционного обучения ребята не только своевременно выполняют задания учебного процесса, но также помогают родителям в совместной хозяйственной деятельности семьи: работа в уходе домашнего скота, посадка картофеля, строительство теплиц, различных приспособлений во дворе и так далее. Патриотическое воспитание. Активная жизненная позиция юных граждан нашего общества не может формироваться без патриотического воспитания. Целью гражданско-патриотического воспитания является воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувство любви к родине, стремление к миру. Вся учебно-воспитательная работа в колледже направлена на формирование патриотизма, который включает в себя чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос, уважительное отношение к языку своего народа, заботу об интересах Родины, осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости, проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине. Патриотическое воспитание осуществлялось главным образом через участие студентов в мероприятиях,
посвященных 75-летию со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне, где наиболее широко раскрылись индивидуальные творческие способности студентов. Находясь у себя дома в период пандемии, каждый из ребят записал на видео отрывок стихотворения «Памяти павших посвящается» о Великой Победе в дистанционном формате. После дополнительного монтажа мы с этим видеороликом приняли участие в международном онлайн-конкурсе, где получили диплом первой степени. Нас поддержали коллеги, однокурсники, но самую, наверное, приятную похвалу мы получили от родителей. В период дистанта ребята открылись для своих родителей с творческой стороны. Очень приятно, что в такой сложившейся ситуации в республике и стране в целом ребята не упали духом. И благодаря поддержке родителей, куратора и всего педагогического коллектива в целом мы смогли и дальше активно развивать в ребятах патриотизм и творчество. Полет из замерзших труб, бред по карточкам изредка круг. Без воды, без еды, без света, от рассвета и вновь до рассвета. Четко помню, ни шагу назад, выживал, как умел, Ленинград. И горела Хатынь живою, повязав всех единой судьбой. 26 миллионов погибших, 26 за 5 лет не доживших и не встретивших День Победы. И 9 мая деды, тяжело ступая ногами, одевают пиджак с орденами и идут на парад ветераны. День Победы один во всех странах. Физическое воспитание. Система социально-педагогических мероприятий, направленных на укрепление здоровья, закаливание организма, гармоничное развитие форм, функций и возможностей человека, формирование жизненно важных двигательных навыков и умений. За время обучения важно сформировать у студентов понимание необходимости постоянно работать над собой, изучая особенности своего организма, рационально использовать свой физический потенциал, ведя здоровый образ жизни, постоянно усваивать ценности физической культуры. Физическое воспитание направлено на решение таких специфических задач, формирование у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к высокопроизводительному труду, сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения, всесторонняя физическая подготовка студентов с учетом особенностей будущей трудовой деятельности. Учебная программа по физическому воспитанию также реализуется в дистанционном формате. Создана учебная группа WhatsApp, где ребята общаются с преподавателем, выполняют физические упражнения в системе Zoom, а также выполняют тематические презентации. Уделяется внимание учебно-исследовательской, познавательной, творческой деятельности студентов через их активное участие в дисциплинарных онлайн-олимпиадах, творческих международных конкурсах разного уровня в период дистанционного обучения. Досуг студентов. Этот вопрос является одним из главных в современности, так как настоящая жизнь молодежи – это дальнейшая жизнь будущих поколений. Коллектив нашего колледжа в новом для нас всех формате, как дистанционное обучение, старается повлиять на духовный внутренний мир студентов. Проводят специальные конкурсы, игры-квиз, проводятся прямые эфиры на странице Инстаграма нашего колледжа. Ребята приняли участие в исторической акции «Диктант Победы» в системе Zoom. В настоящее время в связи с техническим прогрессом сделать свой досуг более интересным становится намного легче. Сейчас есть книги, компьютеры, музыкальные центры, машины, журналы, игры, кинотеатры, домашние проигрыватели фильмов и многое другое. Сейчас мы можем воспользоваться любым продуктом или услугой, не выходя из дома, а буквально 20 лет назад нужно было встать, пойти и сделать. Культура досуга – это прежде всего внутренняя культура человека, предполагающая наличие у него определенных личностных свойств, которые позволяют содержательно и с пользой проводить свободное время.
Главным фактором формирования досуговой деятельности является культурный уровень молодежи. Некоторые предпочитают использовать готовые продукты, а некоторые стараются постоянно совершенствовать и развивать и тренировать мозговую деятельность. Вот яркий пример того, как студенты организовывают свой досуг. Ребята совместно с родителями сняли видеоролик поздравления с международным профессиональным праздником Днем медицинской сестры. Они творчески подошли к этому и устроили всему коллективу праздник. Даже находясь далеко друг от друга, мы все равно вместе. Но ребята решили не останавливаться на таких пусть маленьких творческих победах, ведь за счет этого они самоутверждаются как личности. И впереди у них еще много интересных мыслей. И самое главное, что они в свое творчество привлекают своих родителей, бабушек, дедушек и даже своих детей, которые охотно им в этом помогают. Пусть радость каждый день тебе несет, и будет жизнь лишь счастьем наполняться. Пускай судьба исполнит все желания и радостью украсит ваши дни. Пусть жизнь будет полна очарования, безоблачного счастья и любви. День медсестры вас поздравляю, хочу успехов пожелать. Пускай судьба вам помогает чудесно жить и процветать. Всегда умны, всегда красивы, готовы к подвигам всегда. Жизнь вам будет справедлива, не обижая никогда. На страже нашего здоровья каждый день медсестры мужественно борются с недугом. И для меня, да и для всех людей, минуту трудную бывает лучшим другом. Символ душевного тепла и доброты, любви, поддержки света есть наша медицинская сестра. Спасибо тебе, милая, за это. Праздник свой весенний принимай, подарки, поздравления и букеты. Свое предназначение принимай, хранить от боли и немощи планету. Мы поздравляем в этот майский день вас, дорогие наши медицинские сестрички. Желаем, чтобы птиц весенних трель в ваших сердцах звучало по привычке. Медсестра – это гордое звание, вы как ангел земной. Медсестра – это ваше призвание, относитесь к работе с душой. В тяжелые жизни моменты не спешите от смерти спасать, и от имени всех пациентов разрешите вас крепко обнять. Белой шапочкой в халате, пациентами в палате, дни и ночи напролет, труд во благо отдает. На минутку не отходит, с подопечных глаз не сводит, чуткость, нежность, доброта в медицине Хочется также рассказать о студентах, которые не смогли выехать домой в период пандемии и остались проживать в городе Нерюнгри в арендованных колледжем помещениях, в которых были созданы все необходимые условия для комфортного проживания с учетом инфекционной безопасности. В помещении имеется передвижной рециркулятор для обеззараживания воздуха. Для приготовления пищи есть отдельная кухня. Гигиенические потребности осуществляются в душевых и туалетных комнатах, где установлены антисептики для обработки рук. В период пандемии наши ребята были привлечены к волонтерской деятельности, осуществляли помощь в переезде отремонтированного крыла детской поликлиники. Кроме того, ребята оказывали помощь в пошиве медицинских масок для наших социальных партнеров Нерюнгринской центральной районной больницы. Успеваемость студентов. Благодаря проводимым вышеуказанным дистанционным мероприятиям, открытому контролю со стороны администрации, куратора, резко возросла заинтересованность учебой в колледже не только самих студентов, но и всех членов семей, включая не только родителей, но и бабушек, дедушек, близких родственников, что создает для обучающихся повышенную ответственность. Это способствовало повышению качества обучения, что стало большей неожиданностью для нас всех. Подводя итог своего выступления, хочется сказать, что учебно-воспитательный процесс в дистанционной форме обучения становится более разнообразным, повышается интерес к учебе, происходит саморазвитие, используется индивидуальный подход к каждому из студентов. Дистанционное обучение позволяет воспитывать у студентов самостоятельность,
что является необходимым качеством творческой личности. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Екатерина Анатольевна, за очень подробный рассказ. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Вопросы, коллеги? У кого есть вопросы, задаем. Очень подробно рассказала нам. Здравствуйте, Да, слышно? слышно. Можно задать вопрос спикеру Екатерине Анатольевне? Да. Хорошо, спасибо большое. Какое направление деятельности вами как куратором были реализованы именно в дистанционном формате? Скажите, пожалуйста. В дистанционном формате мы с ребятами реализуем следующие аспекты. Трудовое воспитание, физическое воспитание, патриотическое воспитание, здоровый образ жизни. Регулярно выходим в прямые эфиры, в которых ребята говорят о возникающих проблемах в период дистанционного обучения, и мы совместно их решаем. Также мы проводим контроль успеваемости, где ребята отчитываются, так сказать, мне о своих достижениях и некоторых неудачах. Спасибо большое за ответ. Можно вопрос Екатерине Анатольевне? Да, я готова ответить. Екатерина Анатольевна, скажите, пожалуйста, проходили ли вы образовательный контент для обучения куратора с использованием платформы Mobile? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Да, проходили, так как мы являемся не только кураторами, но и преподавателями колледжа, поэтому, так сказать, два в одном. Обучение мы проходили. Открыли для себя очень много интересного. Ну и, естественно, как все, наверное, может быть, даже методом тыка продолжаем дальше изучать. Спасибо. А есть вопрос еще? Здравствуйте, у меня вопрос. Специалист ЕРФО Агафья Ивановна. Меня слышно, да? Да, слышно. Да, слышно. Ага. Вот у меня такой вопрос. Хочу узнать мнение именно обучающихся. Во время дистанционного обучения, насколько им, как сказать, психологически, личностно, как они прошли вот эти испытания, когда были тесные контакты с родителем, когда родитель был рядом, и в любую минуту куратор может выйти, и родитель тут рядом. Как вот к этому отнеслись? Потому что я смотрю, у них возраст уже, они все взрослые. Спасибо за вопрос. Да, хотелось бы отметить, что вначале возникали сложности, но при совместной работе у ребят повысилась успеваемость, повысился контроль со стороны родителей, заинтересованность родителей в обучении, да, они что обучаются на дому, при этом они делают не только, выполняют все задания, да, они помогают еще по дому. Родители очень довольны этим, конечно, что дети находятся рядом. И также я уже говорила в своем выступлении о том, что мы проводим регулярно дежурные эфиры с родителями, и если у родителей возникают какие-то вопросы, мы их решаем. Родители заранее знают, когда мы выходим в эфир, они готовят вопросы, и мы плодотворно беседуем на различные темы. Так, вопрос еще есть? Так, спасибо еще раз, Екатерина Анатольевна. Сейчас мы приглашаем второго спикера, Юлию Павловну Кириченко. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня хочу представить особенности своей работы в программе Moodle. Извините, сейчас, секундочку.
Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом. Сейчас, секундочку. Юлия Павловна, вас не видно и не слышно. Секундочку. Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом проведения занятия на платформе Moodle. Итак, что для того, чтобы провести практическое занятие, естественно, мы создаем с вами тему, а также ее описание, то есть какие именно вопросы сегодня мы будем со студентами рассматривать. Я всегда, даже на практическое занятие, обязательно добавляю лекционный материал, в который включаю и алгоритмы манипуляций. Для того, чтобы каждый студент мог вернуться к лекционному материалу, повторить его. Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом проведения практического занятия на платформе Moodle. Итак, что для того, чтобы провести практическое занятие, естественно, мы создаем с вами тему, а также ее описание, то есть какие именно вопросы сегодня мы будем со студентами рассматривать. Я всегда, даже на практическое занятие, обязательно добавляю лекционный материал, в который включаю и алгоритмы манипуляций. Для того, чтобы каждый студент мог вернуться к лекционному материалу, повторить его, изучить. Для этого используется элемент. Вас слышно, но не видно. Извините за заминку, сейчас, секундочку. Естественно, мы создаем с вами тему, а также ее описание. Какие именно вопросы сегодня мы будем со студентами рассматривать. Я всегда, даже на практическое занятие, обязательно добавляю лекционный материал, в который включаю и алгоритмы манипуляции. Для того, чтобы каждый студент мог вернуться к лекционному Юлия Петровна, вас очень плохо слышно, да? Сейчас, секундочку. Юлия Павловна, помехи какие-то, плохо слышно. Где он ходит? С Натальечкой не нужно. Сейчас, секундочку. В наших профессиональных образовательных организациях платформу Moodle очень широко используют, и после выступления Юлии Павловны надеемся тоже на обмен мнениями, как у них и как у вас. У нас связью так, еще раз извиняемся.
Сегодня онлайн-площадки у нас много сейчас работают кураторы. Может, кто-то из кураторов расскажет вкратце о своей деятельности в условиях удаленной работы, поделится тоже своим опытом работы. Есть желающие выступить вкратце? Мы уже третий месяц работаем, проводим цикл вебинаров «Лучшая практика организации дистанционного обучения и удаленной работы». На этой онлайн-площадке в апреле, в мае месяце выступили наши педагогические работники из Якутского втородорожного техникума, Якутского технологического техникума сервиса имени Готовцева, Якутского индустриально-педагогического колледжа, Якутского колледжа связи и энергетики Дудкина, Якутского медицинского колледжа, регионального технического колледжа в городе Мирном, а также преподаватели Алданского политехнического техникума. В онлайн-площадках наши педагоги с большим удовольствием выступили, где рассказывали из своего опыта работы о наиболее эффективных практиках организации, реализации удаленного обучения и делились своими методиками проведения дистанционных занятий, теоретического и практического обучения, формах удаленного контроля учебной деятельности обучающихся, об организации воспитательной работы, также по психологическому сопровождению участников образовательного процесса. Готовы, да? Да, здравствуйте, мы готовы. Извините за заминку. Хорошо, слушаем вас. Секунда. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом проведения практического занятия на платформе Moodle. Итак, для того, чтобы провести практическое занятие, естественно, мы создаем с вами тему, а также ее описание. То есть, какие именно вопросы сегодня мы будем со студентами рассматривать. Я всегда, даже на практическое занятие, обязательно добавляю лекционный материал, в который включаю и алгоритмы манипуляций. Для того, чтобы каждый студент мог вернуться к лекционному материалу, повторить его, изучить. Для этого используется элемент лекции. А также у нас получается, они могут себе скачать на компьютер и использовать на следующих курсах при изучении других дисциплин, то есть срабатывает междисциплинарная связь. Для этого используется элемент лекции. Далее, для того, чтобы разнообразить занятия и каждый раз стимулировать интерес студента в будущем практике, я каждый раз добавляю разные элементы. Вот с некоторыми из них я хотела бы вас сегодня познакомить. Прежде всего, это элемент кроссворд. Для того, чтобы добавить элемент кроссворд, нужно добавить элемент или ресурс. Выбираем элемент задания. Добавить. Добавляется. Называем наш кроссворд. У нас и будет так называться кроссворд. Не видно ничего. Файлы. Выберем файл. То есть, прежде всего, хочу вернуться еще к тому, что для того, чтобы работать в программе Moodle, я свою методическую разработку делю на много разных документов. То есть не один документ методичка, а разные. Отдельно глоссарий, отдельно лекционный материал, отдельно тестовый контроль, кроссворды. То есть для того, чтобы было удобно загружать именно программу Moodle. Итак, выбираем кроссворд, открыть и загрузить этот файл. То есть он у нас загружается. Смотрите,
Здесь мы можем дальше, естественно, вот, установить для студента временные рамки. То есть, когда этот элемент будет доступен и когда они должны будут его выполнить. Так, дальше. Ответить студент может нам или в виде файла, то есть он тебе скачает, непосредственно откроет вордовский документ, там именно в табличку занесет правильные ответы и также затем файлом нам его отправит обратно. Все, сохранить и показать. Все, таким образом мы с вами добавили. Ну вот сейчас у нас видно, что у меня 17 студентов, и пока что никто из них не ответил. Итак, по истечении времени мы с вами можем зайти. Вот я как преподаватель захожу в этот элемент кроссворд, и я вижу, что у меня из 17 участников уже ответили 13, да, и требуют моей оценки. Нажимаем «Просмотр всех ответов» и выбираем студента, вот, ну, например, Акунова Алина, да. Я ее отмечаю, чтобы она мне высветилась, и пролистываю. Так. Юлия Павловна, ничего не видно. Все? Поэтому нужно вот так пролистать. Оп. Смотрите, когда у студента нет возможности скачать именно сам документ и в нем ответить, они имеют право также ответить просто вот вам текстом, да, то есть ответили текстом, а вы проверяете уже, так или не так. Да, и вот наш кроссворд, я его открываю, да, открыть. И вижу, что Алина мне ответила на вопросы вот так, да. Вот таким образом я их проверяю. Вот вопросы, вот внесенные ей ответы. Другой интересный элемент, который я использую в своей работе, это такой элемент, как задачи. Для того, чтобы дать задачи студентам, я также использую элемент задания. То есть все точно так же, как и с кроссвордом. Мы добавляем элемент задания, называем задачи и добавляем документ из своей методички, загружаем в файл. Студенты имеют право нам ответить или в виде текста непосредственно в программе Moodle, или в виде файла, то есть скачают нам файл, напишут ответ в этот же файл и отправят нам обратно. Да? Другой интересный элемент, который я использую в своей работе, это тесты. Для того, чтобы добавить тесты, нам необходимо добавить элемент или ресурс, и здесь выбираем тест. Такой элемент, как тест. Добавить. Добавляется. Вносим название теста, вступление, то есть вы можете написать то, что вас интересует, отображать описание, чтобы студент его видел, да? Далее сохранить и показать. Итак, не добавлено ни одного вопроса, редактировать тест. Простите. Мы с вами ставим максимальную оценку, это 5, да, по пятибалльной системе. Можно ставить перемешать и нажимаем добавить. Добавить новый вопрос. Множественный выбор, например. То есть это когда несколько вариантов ответов или один. Верно, неверно. Все зависит от того, какой у вас тип тестов, да. На соответствие, то есть можно соотнести определение, например, короткий ответ. Ну, сегодня у нас будет множественный выбор. Добавить. Итак, добавляем. Название вопроса. То есть название вопроса – это именно к какому блоку относится. Например, у нас функциональное состояние, да? И для того, чтобы добавить вопросы, я опять возвращаюсь к своей методической разработке. То есть я в вордовском документе открываю тесты, и вот у меня вопросы. Чтобы не вбивать каждый вопрос, мы просто берем, копируем вопрос и вставляем текст. Дальше пролистываем, у нас начинаются варианты ответов. Первый, второй, третий, четвертый, да? И начинаем. Первый вариант. 100, 120. Так.
Ну, иногда быстрее 90-60, то есть как вам быстрее и удобнее. Иногда быстрее написать, да? Вот 60-80, 40-80. И 40-80. И возвращаемся к нашему вопросу. У нас вопрос какой? Частота пульса у взрослого в норме. Ищем правильный вариант ответов, да? 60-80. И ставим значение 100%. Это означает, что это будет верный вариант. Сохранить. Таким же образом я добавляю все вопросы. В среднем это 20-30 вопросов на один тест. Вот так вот добавляю. Все, сохранила. Позже, когда я захожу в свой тест, я уже вижу 14 попыток. То есть, что студенты ответили. У нас идет, чем удобен элемент теста, то, что идет студент. Мы можем посмотреть, за какое время он ответил, когда именно он выполнил задание. То есть, возможно, он его просрочил, возможно, нет. А также средний балл сразу программа рассчитывает, то есть сколько он ответил верных вопросов. Да? И мы можем себе в журнал сразу же переставить оценки. То есть в плане оценивания тест самый удобный элемент. Следующий элемент, с которым я хотела бы вас сегодня познакомить, это использование видео. Итак, как мы можем добавить видео в программу Moodle? Для этого нужно выбрать такой раздел, как гиперссылка. Выбираем гиперссылка, добавить. Добавляем. Видео у нас с вами может быть, если это ваше личное видео, то вы его можете добавить на Google диск или добавить в облако, на такой элемент, как облако, и тогда будет у вас ссылка. Сможете сделать ссылку на это видео и добавить непосредственно ваше видео, то есть чтобы ваши студенты видели ваш видеофильм. В будущем, конечно же, с опытом я планирую тоже создать базу своих видеофильмов, то есть мы собирались со студентами снимать практические навыки, но, к сожалению, в данной ситуации это невозможно, поэтому я использую видеоролики из всем доступного ресурса YouTube. Для этого я нашла учебный фильм и вверху необходимо скопировать ссылку, где он находится. Копируем и вставляем. Вот адрес URL. Так, он у нас открылся. Нечаянно. Так, скопировали, вставили, да? Сохранить и показать. Вот, мы добавили вот эту ссылку. Пройдя по этой ссылке, непосредственно студент сразу попадает на этот фильм, он его может просмотреть, изучить, а также в качестве творческого задания и пополнения личной базы создания учебных фильмов для других студентов. То есть наши студенты по желанию выполняют на дому практические манипуляции и отправляют мне посредством WhatsApp и для будущей оценки. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите представиться, я Акунова Лиза Зиновна. Я буду измерять ваше артериальное давление. Вы согласны? Да. Удобно сядьте, не скрещивайте руки, ноги и не разговаривайте. И не двигайтесь. Для начала я обрабатываю руки антисептиком. Затем я надеваю манжет на руку.
на расстоянии 2-3 сантиметра от сгиба. Посмотрела, что шланг не перекручен. Теперь я могу нажать на кнопку. Мы получили результаты. Верхнее давление 90, нижнее 62. Частота пульса 88. Хотелось бы также акцентировать ваше внимание на том, что несмотря на то, что я работаю в программе Moodle, у меня обязательно установлены и другие приложения, такие как, например, WhatsApp и Zoom для проведения видеоконференций и связи с нашими студентами. Так как живого общения нет, но общение в реальном времени, да, видя друг друга, это совсем другое. Да? То есть студенты — это же все равно хотя бы взрослые, но дети, и у них всегда остаются какие-то вопросы, которые мы с ними лично обсуждаем, то есть что они не поняли там, или какие трудности у них возникли при выполнении занятий. То есть живое общение, ну вот общение в реальном времени никто не отменял, несмотря на все удобства программы Moodle. Также хотела бы вам еще обратить ваше внимание на то, что в период удаленной работы в нашем колледже было внедрено приложение Google Диск, которое поддерживает все форматы файлов. И на ссылку на него нам сбрасывает замдиректора Визик-Вера Игоревна. Мы можем пройти по этой ссылке, и у нас открываются все ведомости. И я ее заполняю. Вот, например, моя группа, да, СТ-193, у которой я преподаю, и разбивка по неделям, то есть, да, вот, ну, 27.04, например, по 2.05. И здесь мы можем видеть все предметы. Я выбираю свой предмет и открываю, да, открываю и заполняю, вот, выставляю оценочки. Таким же образом в этот Google Диск могут зайти сами студенты, посмотреть свои оценки, а также их родные и близкие, то есть они их могут уже контролировать. И это способствует повышению качества успеваемости, так как студенты вот становятся более ответственны за свои показатели, так как, ну, возможно, им будет стыдно перед родственниками, да? Так, спасибо всем за внимание. Если есть какие-то вопросы, будем рады услышать. Виктория Николаевна, посмотрите в чате, есть вопрос поступил. Слышно, да? Да, слышно, но у нас в чате не видно вопросов почему-то. Прочитайте, пожалуйста. Как ведется подача и контроль практических навыков студентов? Подача и контроль, подача и контроль практических навыков студентов. Подача практических навыков ведется прежде всего это в виде подачи теоретического материала, алгоритмы, да, а затем в виде практических навыков, то есть видеодемонстрации, и затем, как мы показали в видео, студенты могут снимать свое видео, присылать, а также посредством Zoom могут некоторые элементы демонстрировать мне напрямую. Спасибо за ответ. Еще вопросы есть? Юлия Павловна, здравствуйте. Можно задать? Здравствуйте, конечно. Да, еще есть вопрос. Можно задать? Да, слушаю вас. Я вас не слышу. Юлия Павловна. Да, я не слышу вопрос. Что-то вопрос не слышен. Да, скажите, пожалуйста, слышно? Да, слышу.
Ага, а скажите, пожалуйста, какие ресурсы, да, вы используете при формировании практического занятия на платформе Moodle? Мы используем разнообразные ресурсы, стараемся, чтобы применить и текстовые, и иллюстрации, и аудио, и видео. То есть сделать все возможное, чтобы полностью раскрыть тематику практического занятия. У кого-то звук? Не, вопрос. Вы услышали ответ? Спасибо большое за ответ. Да, спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы? Так, Юлия Павловна, все, да? Выступление, спасибо. И мы переходим... Вопрос вам задать. Это вопрос поступил или что? Очень плохо слышно. Мы сейчас переходим к другому, третьему спикеру, Виктория Николаевна. Виктория Николаевна, пожалуйста, ваш опыт работы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хотела поделиться с вами опытом работы, использования игровых технологий на своем предмете анатомия и физиология человека. Сюда? Сюда. Сюда. Да. Угу. Теперь этот. Что? Открыть его. Воспроизвести. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу с вами поделиться. Да вот. Виктория Николаевна, мы вас ждем. Сейчас, минуточку. Применение онлайн-игровых технологий в обучении анатомии и физиологии человека. Поделится своим опытом работы Горидунова Виктория Николаевна, преподаватель Нюрнбергского медицинского колледжа. Ждем сейчас выступления. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом работы в дистанционном обучении образовательной платформы. Образовательных платформ мы знаем с вами, что существует на сегодня очень большое количество. Но наш колледж выбрал Moodle. Почему именно Moodle? Потому что он имеет большое количество приоритетных возможностей в использовании. Во-первых, Moodle является виртуальной системой обучения. Это раз. Во-вторых, Moodle можно использовать, именно воспользовавшись только телефоном. Так как у нас Якутия, вы сами знаете, имеет очень большие границы территориальные, и наши студенты живут в различных отдаленных населенных пунктах, там, где нет возможности выхода в интернет, я уже не говорю про скоростной интернет, именно не у всех есть возможность пользоваться компьютером, планшетом или ноутбуком, но телефон есть у каждого студента. И именно с телефона можно свободно зайти на платформу Moodle, скачать необходимые для себя задания или даже попробовать поработать на самой платформе.
В-третьих, Moodle использует именно все практически СУЗы и ВУЗы. Почему? Потому что именно эта платформа богата разнообразными ресурсами. И вот давайте посмотрим. Именно здесь я вам сейчас показываю все возможности использования платформы Moodle. Посмотрите, здесь можно использовать и анкеты, и базы данных, и можно использовать задания, которые можно вводить как практическое занятие. Лекционный материал можно размещать. Но сегодня вот здесь есть и тесты, конечно же. Но мне хотелось бы заострить внимание на вот таком ресурсе, как SCORM. Именно этот ресурс дает большие возможности. Наш колледж медицинский, и он имеет свою специфику. Дело в том, что задания, получаемые нашими студентами, необходимо закреплять на практике, работая руками. Но во время дистанционного обучения, конечно же, это невозможно. И вот данная программа SCORM, она как раз позволяет закрепить полученный опыт именно на каких-то отработке заданий, которые вмещает в себя данный ресурс. Ну, давайте перейдем к данному ресурсу, и я вам покажу, как им пользоваться. Дело в том, что я преподаватель анатомии и физиологии человека, и как раз данный ресурс я использую на своих занятиях. Ну, давайте посмотрим вот такую тему, как, допустим, викторина «Анатомия человека». Дело в том, что здесь студенты могут попробовать себя, как бы свои знания 1 на 1 с компьютером посоревноваться, либо выбрать команду для себя и работать именно в команде, в группе. Викторина данная состоит из 15 вопросов. Вы видите, что здесь необходимо выбрать правильный ответ. Ну и вот, пожалуйста, сколько костей у человека? Допустим, выбираем ответ. Нажимаем. Мы видим замечательно веселый смайлик, в котором показано именно то, что студент справился со своим заданием. Следующий вопрос. Какой процент составляет кровь в организме человека относительно массы его тела? Ну и давайте возьмем, допустим, 7%. Смотрим. Опять студент оказался прав. Следующий вопрос. Сколько органов чувств у человека? Давайте возьмем просто 7 и посмотрим. Видите, печальный смайлик, следовательно, студент ответил неправильно, но у него есть попытка и возможность себя исправить, и он нажимает следующий вариант и получает за это положительный ответ. Следующее. Как называется обеззараживающее вещество, содержащееся в слюне? Ну и, конечно же, нажимает студент. Ответ получает положительный смайлик. Следующее. И так далее выдает все следующие вопросы. Если, допустим, вот вы видите, шкала показывает правильность отвеченных вопросов, доходя до конца, у нас выдается ответ, допустим, 15 из 15, и будет строка, на которой будет показано, что студент полностью справился со своим заданием. Если, допустим, будут допущены ошибки, и студент не исправил их, то, конечно же, здесь будет показано, что ты не справился с заданием, и тебе придется заново повторить данную тему. Давайте перейдем к следующему. Следующую тему можно рассмотреть, допустим, пищеварительная система. Чем интересно это задание? В отличие от предыдущего, у нас здесь показано задание в таблице. Здесь нам надо заполнить таблицу, расположить правильность ответов в данной таблице. Пищеварительная система начинается с ротовой полости, затем переходит все в желудок и двенадцатиперстная кишка. Итак, у нас показаны условия расщепления, ферменты, функции и продукт расщепления. Нам надо все расставить по своим местам необходимым. Итак, допустим, мы берем липазу и ставим в ротовую полость. Дальше смотрим по ферментам. Пепсин. Пепсин мы возьмем и поставим, допустим, в двенадцатиперстную кишку. Амилазу мы поставим
в желудок. Дальше, условия расщепления. Щелочная среда, кислая среда, видите, здесь мы допустили ошибку. Почему? Потому что зеленый цвет нам показывает правильность ответов. Белый цвет, мы видим, что он сюда не подходит. Следовательно, у нас ответ неверен. Мы должны найти и исправить свою ошибку. Начинаем искать. Что же здесь может быть? Наличие желчи. Вы видите правильность ответа. Зеленый цвет. Дальше. Давайте посмотрим, что будет, как может студент расставить функции. Итак, расщепление белков. Расщепление жиров. Расщепление углеводов. Вроде пока идет все верно. И остается у нас продукт расщепления. Что происходит с пищей в ротовой полости? Расставляем. И ждем ответ. Вы видите результат ответа, ты отлично выполнил задание. То есть здесь как раз показано то, что студент может свободно себя проконтролировать, проанализировать именно свои знания. И если что-то вдруг у него получается не так, то он понимает, что где он допустил ошибку и где ему надо, конечно же, исправить свои знания. Выйдем на страничку, где показан у нас скелет. Это самые первые практические темы нашего материала. И они интересны тем, что здесь тоже, посмотрите, перед вами показано, перед студентом будет показана модель скелета, где необходимо точно указать, в каком месте находится расположенная кость. Допустим, наводим мы на череп, нажимаем на зеленую кнопочку, у нас выходят, вы видите, таблички, которые необходимо расставить именно в соответствии с данной костью. И находя ее по перечню, мы сразу же вот, пожалуйста, вышло. Дальше. Рассматривая следующую, мы находим именно то, что нам необходимо. Следующее. Ну, допустим, сейчас я допущу специально ошибку, чтобы нам посмотреть результат. И посмотрите, что сейчас выйдет. Если, допустим, студент замежевался, не знает дальше костей, и решил себя проверить, насколько хотя бы эти кости он верно перечислил, он нажимает на галочку, и вы видите, что зеленым цветом нажимаются именно те обозначения, которые отвечены правильно. Красным цветом показано то, что у нас не отвечено, пропущено, и розовый цвет это показывает на наличие ошибки в данной программе. То есть студент полностью не справился с данной темой. И надо сказать, что вот этот ресурс действительно очень интересен. Его можно применять не только на занятиях химии и физиологии, но и на других дисциплинах. Дело в том, что есть специальная программа, чтобы установить ее у себя на компьютере, вы должны зарегистрироваться на вот этой программе. Зарегистрировавшись в данной программе, вы скачиваете материал, который так и называется SCORM. Сейчас мы вернемся, чтобы вам было видно. Данный ресурс, он имеет вот такой ящичек, форму ящичка, и называется SCORM. Сейчас я вам его ближе еще раз покажу, чтобы вы видели, как он выглядит. Вот он. Вот он, SCORM.
И сюда вы помещаете именно скачанный материал, который будет полезен как для вас, так и для ваших студентов. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я с удовольствием. В начале своего выступления я говорила о том, что данный ресурс можно использовать как в знаниях между командами, между участниками, между группами и между самим участником и компьютером. И вот сейчас давайте посмотрим именно, какие темы можно использовать в качестве вот таких соревновательных моментов. Тема строения сердца. Данная тема показывает то, что она не похожа на предыдущие именно темы, в плане того, что здесь вы можете действительно выбирать, с кем вы будете соревноваться на данном этапе. Либо вы будете играть в одиночку с компьютером, либо вы берете друзей и играете в команде. Итак, так как у меня сейчас в данный момент нет с собой друзей, я вам покажу игру в одиночку с компьютером. У нас показано строение сердца в синем углу, в синей рамочке. Вы видите, что находится игрок, в данном случае это я, и, конечно же, компьютер, с которым я буду сейчас соревноваться. Итак, ветви легочной вены. Мы должны сейчас ответить на данный вопрос. Где находится данная вена? Нажимаем, подтверждаем и видим, что мы ответили на данный вопрос неверно. Нам выставляет система 0 баллов, компьютеру добавляется 1 балл. Дальше нижняя полая вена. Я нажимаю, вы видите, специально неправильно. Подтверждаю. И вы видите, что опять у меня выходит 0 баллов, у компьютера добавляется 1 балл. Правый желудочек. Правый желудочек. Подтверждаем. И что мы видим? Что мы опять в проигрыше. У нас опять 0 баллов. Левый желудочек. Находим левый желудочек. Подтверждаем. У нас добавляется 1 балл, следовательно, мы ответили верно. Компьютер тоже ответил верно. Он идет на опережение в 4 балла. Ветвь легочной артерии. Подтверждаем. У нас что? 0. У компьютера 1 балл. Вы видите, что таким образом студент может четко уяснить, что его знания в данной теме можно считать провальными, и поэтому ему дальше не стоит, наверное, соревноваться, а следует что? Начать повторять данную тему по своему курсу, чтобы в конечном итоге еще раз провести соревнования 1 на 1 с компьютером. Теперь мы переходим на следующую тему. Я считаю, что эта тема сложная. Почему? Потому что здесь она требует, естественно, больших знаний по строению желез внутренней секреции и по гормонам, которые соответствуют каждой железе, отдельно взятой железе. Также вы увидите, что данный компонент отличается от тех, которые были до этого. В данном задании нам необходимо соединить гормоны с определенной железой и раскрыть пазл, который спрятан за названиями гормонов. Так как у нас высвечивается первая железа, это гипоталамус, нам необходимо найти гормоны, которые соответствуют данной железе. Итак, нажимаем вазопрессин, далее находим окситоцин. Так, следующее. Находим гормон, который соответствует гипоталамусу. Если, допустим, студент
сомневается в знаниях о том, что эти 3 гормона остаются единственными, которые относятся к гипоталамусу, и ему кажется, что еще какой-то гормон должен здесь присутствовать, ну, давайте попробуем посмотреть, что из этого получится. Ну, допустим, я нажму сейчас пролактин. И вы видите, что высвечивается окно, в котором показано, что пролактин не является гормоном данной железы, и дается возможность еще раз попробовать свои силы. Нажимаем ОК, возвращаемся. И в плане того, чтобы нам не делать дальнейших ошибок, мы давайте перейдем к следующей железе. Передняя доля гипофиза. Передняя доля гипофиза включает в себя следующие гормоны. Пролактин, вы видите, пазл открывается. Следующий. Тиреотропин. Соматотропин. Сейчас мы его откроем. И гонадотропный гормон. Открыли. Открыли и увидели, что пазл у нас уже складывается. Переходим к следующей железе. Средняя доля гипофиза. Меланотропин. Дальше поджелудочная железа, инсулин, глюкагон, корковый слой надпочечников, кортизон и альдостерон. И остается мозговой слой надпочечников, это адреналин и норадреналин. Посмотрите, пазл у нас полностью собран. Картинка открыта. И, конечно же, мы можем похвастаться своими знаниями в данной теме. Еще хочу обратить внимание на одну тему, которая точно так же отличается от всех предыдущих и, конечно же, является очень интересной для студентов. Они очень любят собирать вот данную работу. Итак, вы видите, что здесь показаны на картинках, изображены органоиды, и в соответствии каждому органоиду необходимо подвести функциональные особенности, которыми обладает данный органоид. Итак, значит, ну, в глаза у нас прежде всего, конечно же, бросается хлоропласт, который не имеет никакого отношения к животной клетке. И поэтому мы давайте начнем с него, чтобы нам было проще потом как бы определиться с остальными органоидами. Преобразует энергию солнечного света в энергию химической связи. Посмотрите, что сейчас произойдет. Мы соединяем данную картинку органоида с функцией, и они исчезают вообще из поля зрения. Следовательно, ответ мы нашли правильно. Дальше. Обеспечивает синтез веществ и их транспорт в цитоплазму и между внутриклеточными структурами. Давайте отведем сюда в сторонку данную функцию и находим, что же это такое. Обеспечивает синтез веществ и их транспорт. Давайте возьмем для примера центриоли. Мы с вами знаем прекрасно, что центриоли не являются, конечно же, это не относится к этой функции, но мы посмотрим, что будет. Посмотрите, произошла сцепка между картинкой центриоли и между функцией. Следовательно, данный вопрос заблокирован. Мы его уже никуда не сможем двинуть. Ни саму картинку с изображением органоида, ни саму картинку с изображением функции. Осуществляет биосинтез белка. Осуществляет биосинтез белка. Давайте посмотрим. Опять же, посмотрите. Блокировка. Все. Неверно указанные свойства, потому что я взяла лизосому, а лизосома мы знаем, что она обеспечивает как раз таки вывод
всех ненужных веществ из организма, участвует в переваривании, то есть данная функция у лизосомы должна была быть вот это, участвует в фагоцитозе, переваривании ненужных веществ, и поэтому, естественно, ответ заблокировался. Обеспечивает клеточное дыхание, вырабатывает энергию, это маленькая микростанция, мы с вами знаем, и поэтому она у нас уходит, митохондрия. Данная функция, вы видите, участвует в фагоцитозе и переваривании ненужных, это относится к лизосоме, так она и будет у нас висеть теперь в воздухе, потому что ответ прошел неверно. Формирует различные внутриклеточные включения, образует лизосомы и транспортирует вещества. Берет аппарат Гольджи, и он у нас уходит с поля зрения. Участвует в процессе деления клетки, образует нити веретена деления. Этот процесс должен был быть куда отнесен? К центриоле, и он у нас, естественно, теперь никуда не относится, заблокирован. Хранит наследственную информацию клетки, управляет процессами синтеза всех белков и через них все физиологические процессы клетки. Это, конечно же, ядро, и вот оно у нас ушло. Осталась у нас рибосома, которая осталась без функций, и осталась эндоплазматическая сеть, которая, конечно же, тоже остается без функций. Вот, вы видите, что студент в данной теме допускает очень большое количество ошибок. Если, допустим, это будет проходить в виде игры командной, то мы можем сказать сразу, что какая-то команда у нас пойдет на опережение, какая-то команда будет, конечно же, отставать в данной теме. Ну и вообще надо сказать, что данный ресурс действительно очень хорош для создания вот как раз таких вот викторин, для создания вот таких марафонов, то есть игровых технологий, которые можно в качестве такой расслабляющей, наверное, паузы включать на своих занятиях. Как вы увидели, что здесь можно соревноваться и групповым способом, и командным способом, и между компьютером и самим участником. Что дает данная программа? Данная программа, конечно же, повышает мотивацию студентов для изучения какого-то блока или, допустим, какого-то модуля или определенной темы, подготовить себя более хорошо к сдаче зачета или экзамена. Ну и, конечно же, в какой-то степени как раз-таки студент это делает не напрягаясь. То есть для него это действительно большой плюс, как бы своего рода расслабляющий момент перед сдачей определенной темы. Потому что наглядность, она всегда дает положительный результат. Спасибо вам большое за то, что вы прослушали. Задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо, Виктория Николаевна. Вопросы? Сегодня с нами работает... Виктория Николаевна, можно задать вопрос? Да, задавайте. Ага. Скажите, пожалуйста, с какими другими педагогическими технологиями вообще реально и можно совместить онлайн-игровые технологии? Спасибо большое за вопрос. Ну, прежде всего, это универсальные, конечно, технологии. Я так думаю, что здесь здоровьесберегающие пойдут, затем личностно-ориентированные, проектно-поисковые и коммуникационные. Спасибо большое. Спасибо вам. Еще вопросы? Можно вопрос Виктории Николаевне? Да, пожалуйста. Виктория Николаевна, считаете ли вы, что онлайн-игровая деятельность облегчает образовательный процесс или нет? Спасибо большое за вопрос. Да, конечно, и причем значительно, так как развиваются, как вы уже видели, познавательные, творческие, индивидуальные возможности для студентов.
тем самым повышается мотивация к обучению дисциплины, модуля или, там, допустим, даже самого предмета. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще вопросы, Виктория Николаевна? Все, да? Сегодня у нас на онлайн-площадке выступали педагогические работники Нерюнгринского медицинского колледжа. Делились своим опытом работы, и, надеюсь, наши преподаватели, это очень пригодится. Благодарим еще раз. Следующий вебинар ждем тоже 10 июня. Выступает Якутский медицинский колледж. До новых встреч. Спасибо еще раз. Спасибо, до свидания.